По данным комиссариата полиции Камрадского района в Республике Молдова участились случаи нападений волков на домашних животных. В этой связи УВД Гагаузии предупреждает население об этой опасности. Участились случаи обращения граждан с Инжирейского, Фалежского, Угенского, Тельнейского, Бессарабского и Тараклийского районов, которые несут значительные потери от нападений волков на домашних животных. Что порекомендуете? Порекомендовал бы, во-первых, усилить и укрепить помещения, в которых содержатся домашние животные, а также в ночное и дневное время обеспечить охрану этих помещений, не допускать выпас скота без надзора, не допускать нахождения домашнего скота в ночное время на пастбище, а на случай появления хищных животных известить об этом органы полиции и ветеринарную службу. Ни в коем случае не предпринимать каких-либо действий самостоятельно. Как отмечают жители города Камрад, в нашем городе в последнее время не было слышно о нападении волков на домашних животных. Не слышала. Не было? Я знаю, что в Молдове волки редкость, это в последнее время вроде появились. А так я не слышала. Я раньше не слышал. Не было? Ну, родители рассказывают, что раньше были они, а после пропали и сейчас вот снова появились. Есть случаи нападения волков на домашних животных. Раньше же были такие случаи? Не было. Не слышали таких случаев? Не, вообще, я сколько живу здесь, мне 58 лет, и такого не было, чтобы на Камрадского или... Сейчас вроде как бы все спокойно, но еще 50 лет назад, в 40-х годах, волки нападали на отары овец, расположенные на окраинах Камрата. Покушались как на малых домашних животных, так и на колхозные стада, говорит 65-летний камрадчанин Анатолий Алексеевич. До где-то 1955 года очень часто нападали на отары, так как тогда формировались отары, даже было у людей много овец, и заходили они во дворах. Видимо, очень голодные были после войны, после голодуха. Столько лет все было тихо и спокойно. Почему опять нас стали тревожить дикие серые волки? Этот вопрос интересует многих жителей. Одни считают, потому что их много развелось, другие, потому что была снежная зима и волки голодны. Но есть и другое мнение. А как вы считаете, почему сейчас они стали опять нападать? Потому что поля не распахиваются. Они голодные и идут к жилью, к человеческому жилью. И вынуждены нападать на человека. Надо пахать поля, надо сеять, надо садить фруктовые деревья. Люди будут работать, и они уйдут. А так, что раньше не было? Потому что люди работали, каждый там пахал себе и так далее на полях, трактора работали, их не было слышно. Предупреждая, полиция особое внимание уделяет безопасности самих граждан. При нахождении людей за пределами населенного пункта также необходимо быть предельно внимательным.